他顶点，呃，냐면 타보그 유기 뇌매 쇠되게 추이게 뭐 추이지 Итак, сегодня годовщина основателя, нашего несравненного основателя учения Дharмы Кагью, владыки Дharмы, защитника существ Гампопа Санама Ринчана. Сегодня не только паринирвана, дата годовщина паринирваны Гампопы, но также это годовщина того дня, когда третий Кармапа Рангжон Доржи проявил свой лик на диске Луны. И также это день кремации останков Кемпо Цултрима Гемцо Ринпоче. Также в том, что касается меня лично, мой добрейший отец также был кремирован сегодня. И, и поэтому в том, что касается Дharмы, а также моих особенных обстоятельств, сегодня такое, э, такой выдающийся день, особенный день. И то есть сегодня совпали 4 различных годовщины. И поскольку сегодня мы посвятим себя практике рецитации Гуру-йоги Гампопы, я думаю, что будет хорошо рассказать сегодня о владыке Дharмы Гампопе. Я думаю, что многие из вас знают, кто такой Гампопа. Однако я хотел бы кратко рассказать о нем, о его истории жизни. Место, в котором родился Гампопа, называется в это Нялва. Это одна из 9 долин в регионе Европа, в Центральном Тибете. В современном Тибете это место называется Нялты в Лунце-Дзонге. Гампопа принадлежал клану под названием Нива. Его отца звали Нива Ладжия Гянбар, а его мать звали Шумо Саце. И Гампопа родился в 1079 году нашей эры. По тибетскому календарю это был год земляной овцы. Гампопа умер в 1153 году. По тибетскому календарю это был год водяной птицы. Ему было 74 года. У меня сегодня, к сожалению, нет времени рассказать о его жизни подробно, но я хотел бы рассказать о его выдающихся деяниях, и в том, что я буду говорить, можно выделить 3 основных пункта. Первое — это то, как он основал линию Дакпа Кагью. Второе — как он распространил учение сутры. И третье — это как он принес благо существам с помощью Махамудры и, и также о том, каковы его основные произведения. Первое — это то, как Гампопа стал основателем линии Дакпо Кагью. Мы всегда говорим о мы Кагюбе. Однако, ну,
Однако, когда мы говорим, что мы принадлежим к линии Дакпо-Кагю, многие люди на самом деле не понимают, что это означает. Что означает Кагюбо? Они думают, причина, по которой мы называем себя Кагюбами, заключается в том, что мои родители обладали верой к линии Кагью. Я стал монахом в монастыре Кагью, или монахиней в монастыре Кагью, и поэтому я Кагюбо. Поэтому сегодня прежде всего нам следует задуматься о значении понятия, что это значит быть Кагюбой. Похоже, что у нас нет глубокого понимания того, что это означает. И это слово Кагюба имеет очень большое, очень много значений. Его смысл очень широкий. Прежде всего, Кагюба состоит из двух слогов «ка» и «гю». «Ка» означает слово Будды, то есть учение Будды, слово Будды. «Гю» означает линия передачи, то есть поддержание непрерывной линии передачи от мастера к мастеру. Поэтому Кагюпа это означает, что это тот, кто поддерживает линию передачи учений Будды, слова Будды. И поэтому в этом смысле мы можем сказать, что любая буддийская линия является Кагюпой, поскольку все линии являются держателями учений слова Будды. И в таком смысле у нас было бы очень много линий Кагью. К примеру, мы можем сказать, что линия Кадам — эта линия также называется Ачиша Кагью. Линия Гелук называется Геден Кагью, а линия, которая передается традиции Шангпа — это Шангпа Кагью и так далее. Однако в наши дни, когда мы говорим Кагью, люди понимают это как имя определенной линии традиции передачи учений тибетского буддизма. К примеру, если вы спросите любого монаха из линии Сакья, Гелук или Нигма, они скажут: «Я Нигмапа, я Сакьяпа, я Гелукпа». Они не скажут: «Я Кагюпа». И, и когда они это говорят, они не имеют в виду, что они не являются держателем линии слова Будды. Они имеют в виду, что у слова «кагьюба» есть это узкое значение, это определенная линия передачи. И в этом мы видим, что значение слова «кагьюба» сузилось. Если раньше оно означало любого держателя традиции передачи слова Будды, то сейчас оно означает э, того, кто принадлежит конкретной традиции буддийского учения, тибетской традиции. То есть Кагью — это определенная линия школы тибетского буддизма. И, сейчас в наши дни Кагью означает линию передачи наставлений, четырехустных передач индийского Махасидхи Телопы, которую Телопа передал индийскому пандите Наропе. Затем индийский пандита Наропа передал эти 4 передачи тибетскому гуру Марпе Лоцаве. И Марпа Лоцава, Марпа переводчик, принес их в Тибет, перевел их на тибетский и основал свою традицию, обучая других
медитации на основании этих учений. И среди его учеников были Джитсун Миларепа, Цомпоса Намгялсен, Мовчук Доржи и другие. И эта линия была сохранена до наших дней. И в линии Друкпа Кагью слова Кагью пишется по-другому, как Каргю, Кар как белый, Каргю с Р. Однако сейчас более традиционно писать К не как Карш, а как К, то есть как слово учение, учение Будды. Итак, истоки линии Кагью мы находим в Индии. В Индии было много махасидх, и именно махасидхи были держателями этой линии в Индии. Среди них были великие гуру Тилопа и Наропа. Затем тибетец Марапалусава стал учеником Наропы и принес эту линию в Тибет. И его преемниками были Джитсун Миларепа. Преемником Джитсуна Миларепа был Гампопо. И это именно три этих великих учителя Марпа, Миларепа и Гампопо называют тремя отцами-основателями линии Кагью. И так мы видим, что Гампопо был одним из отцов-основателей Кагью. И он был основателем линии Дакпо Кагью. То есть из этого мы видим, что без Гампопы не было бы линии Дакпо Кагью. У Гампопы было много имен. Наиболее распространенное его имя — это Дакпо Ринпоче, также владыка Гампопы и юный лунный свет Чандра Прабха. Дакпо — это название места, а Гампо — это название горы. То есть Гампопа, Дакпо и Гампопа — они стали именами этого гуру. Но на самом деле это название места, а также горы, то есть это географические названия. Итак, мы знаем, что линия Кагью после Гампопа стала называться Дакпо Кагью, не Марпа Кагью и не Мила Кагью. Почему так? Конечно, мы понимаем, что и до Гампопа была линия Кагью, как я уже сказал, были два держателя этой линии в Тибете, Марпа, Миларепа. Однако, тем не менее, в их время эта линия не стала полностью развитой системой религиозной организации. К примеру, кем был владыка Марпа? Можем сказать, что он просто был великим практикующим, который жил в деревне, и он даровал посвящение любым квалифицированным ученикам. Однако он не взрастил большое сообщество учеников, и место, в котором он жил, не считалось каким-то местом такой резиденции главы линии. А после него его преемником был Миларепа. Миларепа, как мы знаем, был отшельником. Он жил в горных пещерах, и он постоянно передвигался с места на место, то есть у него не было какого-то фиксированного места пребывания. И
Он учил любых учеников, кто к нему приходил, и он никогда не основал ни одного монастыря. Он также никогда не собрал группы учеников. Ему не нравилась такая активность. Поэтому, когда он умер, все, что он оставил после себя, были пустые пещеры, пустые горы, пустые долины. То есть не было ничего такого, что мы можем назвать местом, резиденцией, главным центром духовной традиции. И именно по этой причине мы часто говорим, что а, главным местом отцов, основателей Кагью являются э, горные, горные пещеры. И Гампопа в этом отличался как от Марпы, так и от Миларепы. Прежде всего, он был монахом. Он провел в монастырях очень долгое время. То есть он стал монахом, когда был молодым, и воспитывался в монашеской системе. И не только это, он также посетил и обучался во многих монастырях традиции Кадам в регионе Пемпо, в Центральном Тибете, в которых дисциплина Виная была очень строгой. Он получил очень много учений Дарма Кадам от мастеров Кадампа. И даже после того, как он встретился с Миларепой, он продолжал следовать монастырям Кадам. И это именно это то, что предвидел Миларепу, предсказал Миларепу. И говорится, что у, у него у него было огромное сообщество учеников из всех регионов Тибета, из Цанга и Кама. И говорится, что среди его учеников было 500 учеников арахатов, также 16 тысяч учеников, которые посвящали себя йогической практике и сочетали внешнюю практику вина и внутреннюю практику тайной мантры зарождения, завершения. И большая часть его учеников были монахами. Таким образом, Гампопа основал большую сангху, большое сообщество. И среди его величайших учеников был его племянник. Э, Это был сын старшего брата Гампопы, который его звали Гьява-Сере. И его величайшим наследником был Гелсап Гомпа Сутрим Нимпу. Также среди его великих учеников были Пакджу Дорши Гелпо, Дюсум Кемпа Чоки Дракпа, Рам Дармаванчук и многие другие. Вышеназванные 4 были главными 4 учениками. Их называют также 4 ситхами, 4 сердечными сыновьями, 4 йогинами, которые обрели радужное тело в Кичаре и так далее. Кроме того, была линия Пакджу Кагю, которая, перед, которая была передана непосредственно э, Гампупа и его племянникам. Также Камсан Кагю, Барон Кагю и Цалпа Кагю. Из Пакджу Кагю возникла Джикун, Таклун, Джупа, Трупу, Марсан, Елпа, Ясан и Шуксам Кагю. Это то, что известно как 8 младших линий. И источником всех этих линий был Гампопо. И именно поэтому Миларепа предсказал, что
в будущем линия практики не будет известна как линия практики Милареба. Она будет известна как линия практики Дакпо Кагyu. То есть она не будет называться Милареба Кагyu, но Дакпо Кагyu. Такое предсказание сделал Милареба. Также после того, как Гампопо покинул Миларепу, а Миларепа сделал предсказание, что, что доктор из Дако принесет благо большому количеству существ. Я видел, а, видел сон, в котором желтая птица пролетела через весь Тибет и приземлилась на вершине Великой горы, Большой горы. И когда она села на эту большую горы, появилась большая, большой косяк желтых гусей, и затем они разлетелись во всех направлениях. И, и каждый из этих гусей, за каждым из этих гусей следовали 500 других гусей. И они заполнили все долины, все горы вокруг. И Миларепа сказал: «Я йогин». Как мы знаем, Миларепа не был монахом, он был йогином. Поэтому он сказал: «Я йогин, но большинство моих последователей будут монахами и монахинями. Я, я принес благо существам, и благодаря тому, что я сделал, это будет возможно. Распространение этих учений будет возможно». И мы видим, что это предсказание Гампопа, оно исполнилось. Также говорится, что во время одной ганачакры, одного пира ганачакры для благодетеля по имени Чаме, Миларепа спел песню. Она известна как песня вопроса и ответа Чаме. И в этой песне Миларепа прославляет Кампупу как Нирманакаю, предсказанную Дакинями, и того, кто светит существам как солнце Дакпо. И эти восхваления также стали историческим фактом. Во время Гампопы эта монашеская система, как ее была, как были заложены основы монашеской системы линии Кагью. И именно в его время эта традиция стала именно основательной традицией. Именно поэтому она называется Дакпо Кагью. И поэтому она известна именно как Дакпо Кагью, а не как Марпа Кагью, либо Мила Кагью. Это то, что касается первого, о чем я хотел говорить, о том, как Гампупа основал линию Дакпо Кагью. Второе, о чем я хочу говорить, это то, как он распространил воззрение и поведение согласно учению сутр. Итак, это второе. Как же Гампопа учил, как он учил учение, как он передавал учение сутр, то есть как он учил воззрению и поведению согласно учению сутр. И история жизни Гампопа говорит нам о том, что он обучался у многих мастеров кадам, и среди них были великие мастера линии кадам.
И сначала Гампопа не был монахом. Он был женат, у него была жена и были дети, но затем они внезапно умерли, и в силу своего отречения Гампопа стал монахом, и стал он монахом именно в традиции Кадам. И после этого он учился у величайших мастеров Кадам того времени. Среди них мастер Нюкрумба, Гьяйондак, Гьячакрива, Джаюло и другие. В Джикун Кьопа Джиктен Сунген говорит в своем собрании сочинений, что в линии Дакбокакё есть три передачи. Первая — это линия передачи воззрения, вторая — линия передачи поведения, и третья — это линия передачи сущностных наставлений. И из этих трех передач воззрения и поведения берут свое начало из линии Кадам, а передача а а также передача воззрения берет свое начало из Гья Яндак, и передача поведения от Ньюкрумпы. И говорится, что Джиктен Сумген также говорит, что Гампо последовал этим двум мастерам Гья Яндаку и Ньюкрумпе еще до того, как он встретился с Миларепой. И именно от Гише Ньюкрумпы Сунджу Гялцена Гампо получил наставление традиции Кадам. И в особенности он получил передачу обетов Бодхисаттвы. И Гампопа сказал, что у гуру Нюкрумпы была истинная относительная бодхичитта. И благодаря этому я также смог зародить истину относительную бодхичитту, благодаря его благословению. И с того времени я никогда не разлучался с драгоценной бодхичиттой. То есть это означает, что с того момента, как он получил наставление о зарождении и сращивании бодхичитты от Гише Нюкрумпы, Гамбопа никогда не разлучался от драгоценной бодхичитты. Именно так он утверждает. Также в своем труде под названием «Многочисленные качества» Гампопа говорит, что относительная бодхичитта очень важна. Почему она важна? Потому что вначале она важна без бодхичитты, поскольку без бодхичитты мы не можем вступить на путь Махаяны. Для того, чтобы вступить на путь Махаяны, вначале нам необходимо относительная бодхичитта. Она также необходима в середине. Почему? Потому что без относительной бодхичитты мы упадем в самсару. То есть, если у нас нет бодхичитты, тогда мы упадем в великий океан самсары. И можно также это трактовать, что он имеет в виду не только крайность существования, крайность самсары, но также и крайность умиротворения, крайность нирваны. То есть без относительной бодхичитты мы упадем в две крайности — существование самсары и умиротворение нирваны. И также относительная бодхичитта важна в конце, поскольку без нее мы не сможем достичь двух рупакай. Именно так пишет, так учил Гамбубу. И он также объяснял свой опыт важности зарождения бодхичитты. Он говорит, что он провел лишь 8 или 9 месяцев, обучаясь с Геше Нюкрумпой,
И в это время он пребывал в основном, в это время он не мог пребывать в одиночестве, поскольку у Геши Нюкрумпы было много учеников, и в результате этого пребывания в окружении многих людей, по словам Гампопы, его медитация ухудшилась. И он тогда услышал об учителе по имени Геше Гя Йондак. А Геше Гя Йондак жил в отдаленном месте, и у него не было большого окружения учеников. И Гампоп отправился к нему, и поскольку Гия Йондак жил в уединении, а, а, Шаматха Гампопа улучшилась. И Гия Йондак сказал, что я дарую тебе наставление Атиши. И благодаря этому Гампопа получил наставление также и по Випашине, не только наставление по Шамадхе. И эти наставления, устные наставления, традиция Ачиши передавались в непрерывной линии, и поэтому они были также неприкосновенны, как будто бы им учил сам, сам Будда. Именно эти наставления он смог получить Гампупа от Яндака. И это очень ценно, поскольку эта линия поддерживалась в чистоте. И говорится, что эти учения передавались в чистоте от самого Будды. Именно поэтому, когда Гампопо получил эти наставления по медитации, это было очень благоприятно для него. И похоже, что это очень важный момент в его духовной биографии. Возможно, мы сможем остановиться на этом более детально позднее. Благодаря этим наставлениям у Гамбопы появилось истинное отречение. Гяяндак обладал истинным отречением, и благодаря его благословению такое же отречение зародилось в Гампопе. И не только это. Гяяндак был известен среди всех мастеров традиции Кадам того времени, как мастер, обладающий наибольшей реализацией, наибольшим духовным постижением. И это постижение он обрел благодаря передаче наставлений от гуру Атиши. И также то, чему его учил Атиша, это было основано на воззрении Мадьямака Прасангики. И мы можем сказать, что благодаря этому воззрению Кагью, линии Дакпа Кагью, также основано на воззрении Прасангика Мадьямаки. И кроме того, эти и это мы можем также увидеть благодаря тем терминам, тем словам, которые используются в наставлениях по Махамудре, которые Атиша передал Ганбаве. И, то есть Атиша, кроме как держателем линии Мадхьямаки, он также был держателем линии Махамудры. И, и это является подтверждением тому, что Гампопа получил линию Махамудры также и от Атиши. И когда во время того, как он
получил, получил эти наставления Агья Йондека. Этих наставлениях также содержались наставления по неконцептуальной медитации, медитации Махамудры. И об этом также говорит восьмой Кармапа Микьё Доржа в трактате, который называется «Полное изложение Махамудры». Он говорит, это способ, которым излагается учение Шамадхи и Випашины, и основывается на сущностных наставлениях светильника на пути к просветлению. Это основной трактат Дже Атиши. Именно это те наставления, которые Атиши передал Томпе и Гамбаве. И именно это называется совозникающей йогой. И владыка Гамбопа соединил все эти учения. И именно это называется совозникающей йогой Махамудры. То есть, по сути, Махамудра — это название традиции совозникающей йоги, которую Гамбопа получил от Атиши. И также, согласно ученику Майтрипы по имени Сахаджа Ваджра, учение Атиши о парамитах очень хорошо сочетается с учением тантры. И именно это называется Махамудрой. Это соединение называется Махамудрой. И владыка Гамбопа, Багмаджуба и Джикунджикте Сумгун также утверждает в своих трактатах, что тексты Махамудры являются комментарием на Уттара Тантра Шастру Майтреи. Из этого мы видим, что владыка Гамбопа обрел реализацию, равную реализации его учителей, в том, что касается относительных учений Шамадхи, относительно Бодхичитты, а также абсолютных учений Випашины, Махамудры. И Гамбопа на внешнем уровне поддерживал Винаю, учение дисциплины Винаю, и распространял учение сутры. И это все, что я хотела сказать о втором пункте. И третье — это то, как Гамбопа принес благо существам благодаря учениям Махамудры. Говорится, что Гамбопа обучался у многих известных тибетских гуру того времени. И он также посетил много мест духовной практики, таких как Ньяса, Валунг и Олкха. И в этих местах он провел много лет, практикуя тумо. И в результате он познал суть ума, истинную природу ума, как Дharmakaya. И в результате этого духовного постижения он учил своих учеников непосредственно, как практиковать. И он соединил все эти учения, которые он познал, в том, что называется совозникающей йогой Махамудры. И, в общем, мы можем сказать, что Гамбопа был очень искусен в обучении учеников, взращивании учеников благодаря наставлениям. И часто мы слышим, как даются наставления о природе ума. И в традиции Кагью
все эти учения о природе ума, они основываются на наставлениях а, Дагпо Ринпоче, то есть Гампупа. Именно так утверждает Джунанджи Цундараната. Чтобы привести несколько примеров, как Гампупа указывал на природу ума своих учеников, я хочу рассказать вам одну историю. Я думаю, что, возможно, многие из вас уже слышали эту историю. Итак, а, в этой истории говорится о человеке по имени Рамдун Томпо. А, Рамдун Томпо родился вместе под названием Дуду Джомкара. И он мог помнить не только свою прошлую жизнь, но 13 своих прошлых жизней. И когда ему было 13 лет, его матери было уже 70 лет, и его 70-летняя мать ослепла. И не только его мать ослепла, но брат матери, то есть дядя, его дядя, украл все ее имущество для того, чтобы жениться, для того, чтобы а, получить необходимое богатство для свадьбы, он украл все ее имущество. Как вы знаете, в прошлом для того, чтобы жениться, нужно было иметь ресурсы, поэтому он обокрал свою сестру, мать Рамдуна Томпа. Кроме этого, говорится, что у Рамдуна Томпа был брат, он был монахом, и он учился у Геше из Сангпу по имени Дарден. И он, он заболел проказой, его отправили домой, но он не дошел до дома и умер по дороге. Также у него была сестра, ей было 18 лет, и ее хотели выдать замуж, и поэтому ее отослали в семью будущего мужа. Однако они не смогли совершить эту церемонию бракосочетания, и поэтому она не смогла выйти замуж, и также она не могла вернуться к своей матери. В результате а, она стала жить на улице и просить милостыню. В результате Рамдун Думпа остался один со своей матерью, и он отправился просить милостыню к ламе Нигмапе, который был их родственником. Этот нигмапинский лама передал для его матери молитвенное колесо и сказал мальчику, что ему следует отправиться к ситхе из линии Кагью, и его зовут Сангак Шакьядар. И Сангак Шакьядар был учеником Джапунгпы из Верхнего Цанга. И он передал для него письмо, а также подношение. Однако в то время было много разных, разных историй, в которых автентичность традиции Нигма ставилась под сомнение. Поэтому Рамдын Томпа не поверил этому совету и, и вместо этого отправился к мастеру традиции Сарма.
И в то время в Цанге, в центральном Тибете из а, мастеров э, сарма а, были мастера различных линий. В, а, в Верхнем Цанге был мастер Сакья Губен, в Центральном Тибете Каракпа и Нео Сурбо. Однако все эти мастера уже умерли. И также он слышал о йогине по имени Миларепо, а также его ученики Дакпо Нигомбе, Гампопе. И в то время он пребывал на юге, и все считали его истинным ситхой. Как только Рамдун Томпо услышал имя Гампопы, а, он почувствовал, как будто бы его тело и ум разделились. И в ту ночь он увидел сон, в котором женщина, одетая в белый шелк, сказала ему: «Если ты идешь в Дакпо, следуй за мной». И после этого он оказался у подножия горы Гампо. И он увидел, как солнце ярко светило на ее вершину. То есть каким-то волшебным образом он внезапно от- очутился у подножия горы Гамбо. В то время всходило солнце, и он увидел, как лучи восходящего солнца ярко освещали вершину горы Гамбо. И когда он попал в это место, он увидел, что неподалеку находится, находилось небольшой домик, и а, он не был одет, у него не было обуви, у него не было никакой одежды, то есть дакини перенесли его во сне, то есть так как он спал, в чем он спал, в том он и оказался. У этой горы я увидел этот домик, поэтому он очень удивился, он думал, где я нахожусь. И, и тогда он вспомнил то, о чем ему сказала Дакини, что если ты хочешь отправиться в Дакпо, следуй за мной. И с этим он начал подниматься вверх, чтобы достичь этого домика, в котором жил Гампубу. И когда он подошел, он услышал, как э, люди читают текст, и он вошел. Он просто вошел, не просил войти. Он просто вошел и увидел, что голова Гампопа сверкала, как будто бы была покрыта росой. И он сидел, одетый в ремень для медитации. И перед ним сидело 4 монахов Бикшу, которые читали сутру Прагня Парамиты в 8000 строфах. Также перед ними было собрание 5 подношений перед ступой великого просветления. С левой стороны а, был такой красный, такая штора из красного шелка, и он слышал голос, исходящий из, из, ш- э, из- исходящий с того направления. И а, из-за шторы вышел помощник КМПП по имени Алекце, и он сказал:
чего ты сюда приперся? Ты не просил о встрече, ты просто решил уходить отсюда и выгнал его. И, и в тот момент, когда его вытолкали за дверь, у него исчезли все мысли. Он просто сел на землю в этом состоянии без мысли, без мысли и, и просто сидел там в медитации, его ум полностью остановился. И ему казалось, что как будто бы все явления остановились. И затем к нему подошел молодой монах и вывел его из этого состояния. И он очнулся, ему дали супа, он выпил этого супа, и было похоже, что после этого он снова заснул. И проснулся он уже следующим утром. Он проснулся на рассвете. И когда он проснулся, он сразу же подумал, мне следует отправиться, встретиться с Гампупой. Он попытался встать, но он не мог контролировать свое тело, не мог контролировать свою речь. И, и поэтому он просто сидел в этом странном состоянии 7 дней. Все явления остановились, все восприятия, все уровни восприятия остановились, и он провел в этом состоянии 7 дней. И после этого рано утром он увидел сон. В этом сне он увидел э, он увидел змею. Это была устрашающая змея, полная яда, ядовитая змея. Он ничего такого подобного раньше не видел. У нее были клыки и рога, и она пожирала существ. И он понял, что она собирается его сожрать. И он сразу же захотел проснуться, и, но не мог проснуться. Он хотел проснуться от этого сна, но не мог проснуться. И он уже в тот момент не мог уже терпеть этого. И тогда внезапно обнаружил, что он оказался у стоп Гампопы. И Гампопа сидел все в том же окружении 4 монахов Бикшу. И тогда ученик Гампопы Кюн Цангпа вошел и поднял, как бы он вошел в эту палатку и поднял эту штору из красного шелка. И когда он открыл ее, то в середине находилось небольшое сиденье, сделанное из человеческих ног. И на нем стояла обнаженная красная женщина с, э, с распущенными волосами. И она была совершенно нагая и танцевала в пламени огня. И когда он увидел ее, мудрость Махамудры зародилась в его уме. И тогда он познал природу всех явлений, познал их такими, как они есть. И тогда эта ступа великого просветления, которая находилась напротив Гамбопы, начала сверкать различными лучами света, и этот свет заполнил всю Вселенную. Эти лучи распространились во всех направлениях, заполнили всю Вселенную. И на кончике
каждого луча находился Гампопо. Одни из этих тел Гампопо были маленькие, другие большие. Одни из них танцевали, другие пели, другие играли на различных инструментах, другие принимали участие в диспутах и так далее. То есть они делали все, что можно только себе вообразить. Именно так он это позже описывал. И, и, и позже Рамдуна Томпу вызвал к себе царь, король по имени Минел, и этот правитель сказал ему: «Я чувствую, что я слабею, а, и поэтому прошу тебя, даруй мне наставление, чтобы развить мудрость». И тогда Рамдин Думпа сделал то, что Кампопа сделал с ним, и в результате этот царь обрел переживание, 5 типов переживания. Он познал суть шамадхи и пребывал в ней 5 месяцев. Вы помните, что Рамдун Тумпо привел в состоянии безмыслия шамадхи 7 дней, но этот царь пребывал в ней 5 месяцев. В это время все его помощники, министры пытались вывести его из этого состояния. А, Ничего не помогало. И со временем этого состояния также достигли и царица, и все министры. И позже, когда Ринчен Сампо и Тиши Рэпо прибыли в Великий дворец, в котором поддерживалась традиция даровать посвящение в особые дни, связанные с годовщиной Гампопы, говорится, что Рамду Томпо по этому поводу даровал им наставление Махамудры. И есть свидетельство того, как они их получили. То есть это такая история, которая говорит нам, каким образом Гампопо передавал Махамудру, каким образом он учил своих учеников Махамудре. Есть еще одна история о монахе из монастыря Дакпо-Вангел. Он был племянником Ярпу, и он разочаровался в учебе и решил посвятить себя медитации. И он отправился к великому мастеру Кадам по имени Неусурба. Он провел в медитации 14 лет, но никогда так и не обрел опыта переживания. И тогда он услышал о великом гуру Гампопе и решил отправиться к нему. А, Он встретился с ним и сказал, что Ринпоче, я изучил много философских трактатов и, и провел 12 лет в медитации. Однако я так и не смог обрести постижение смерти и непостоянства. А, И, и также я во время практики медитации я не смог обрести, состояние неподвижности ума. И сейчас мне уже 73 года, и мне не на кого надеяться, кроме вас, Римпачи. Он страстно молился таким образом. И тогда Гампапа ответил: в чем смысл обрести успокоенный ум? И в чем заключается вред неуспокоенного ума? И
Есть, есть ли какой-то ум, который бы испытывал счастье или страдание? К примеру, когда в небе собираются тучи, какая польза от этого? А если они не собираются, какой вред от этого? Это то, что произнес Гампопо. И когда он это услышал эти слова Гампопы, в нем зародилось понимание. И, и а, также через несколько дней Гампопо позвал его к себе. И он пришел, и в дверях встретился с помощниками Гампопа по имени Дартун и Гунгтун. И они сказали ему: «Садись и медитируй здесь, э, представляя драгоценного гуру на макушке своей головы и молись». То есть они сказали ему медитировать прямо в дверях. И в то время внезапно Гунгтун м, вызвал большую песчаную бурю, а Дартын ам, вылил большое количество воды в его лицо и полностью облил его холодной водой. И, и он подскочил, как ужаленный, и его ум остановился. И именно в тот момент Гампопо вышел. И он как бы очень был в шоке. Он не думал, что Гампопо, э, з- Гампопо, ученики, помощники Гампопы учудят такое. То есть один вылил на него воду, а другой как бы поднял такой большой песочный ветер. Поэтому в полном шоке он вскочил, и в то же время Гампопо вышел, выходил из комнаты, то есть он внезапно увидел его в таком полном шоке от всего этого дыма, всей этой воды. И он увидел Гампопу огромным, как гора Меру, и он почувствовал, что он не может стоять в его присутствии, и он чувствовал, как будто бы его кто-то ударил палкой по голове, и, и в тот момент ему показалось, что его голова раскалывается, и в тот момент у него остановились все типы восприятия, и в его уме зародилась невообразимая, неизъяснимая мудрость. И он видел, как будто бы Гамбаба растворился в свете. Он уже не мог видеть тело Гамбоба, оно полностью растворилось в свете. И говорится, что с того момента он обрел постижение в практике. Есть много подобных историй. И поскольку у Гамбопа была очень ясная способность видеть умы других людей, то есть он мог очень ясно видеть уровень постижения других людей, поэтому он учил всех существ в соответствии с их способностями. Поэтому на внешнем уровне казалось, что Гамбоба дает наставление по природе ума очень молодым ученикам, молодым монахам. И, например, он учил их Махамудре, и за это его критиковали Гиши. Они говорили, что Гамбоба дает наставление Махамудре тем ученикам, кто еще очень молод, еще ничему, ничего не научился, не изучил никаких основ философии. И поэтому они говорили, что Гамбоба таким образом разрушает учеников и критиковали его.
Однако сам Гампапа говорил, что он надеется, что в результате этого эти молодые ученики в будущем принесут большое благо существам. И это, конечно, было довольно редко. В основном Гампапа учил учеников а, методом освобождения от традиции Кадам. И только лишь в то время, когда их умы были уже полностью очищены, он даровал им наставление Махамудры. И он говорил, что однажды я видел сон. В этом сне я нашел амулет, и а, ко мне подошел Гомпаджа Юнг и сказал, покажи его мне. А, если ты не покажешь, если ты не покажешь его мне, это будет неверно, поскольку здесь находится много реликвий Атиши, а также много сущностных наставлений Кадам. И он настаивал на том, чтобы я открыл его. Тогда я открыл его. И, м, и этот сон говорил о том, что свидетельствовал о том, что Гампопа открыл кладезь учений традиции Кадам для существ. И кроме этого, тем учеников, которые были готовы к получению наставления Махамудры, он учил, передавал наставления учения Наробы и учил их тантрическим, тантрическим методам. И в то время в Тибете линия Кадам была наиболее распространенной, и они учили наставлениям тренировки ума и запрещали открытую практику Однако Гампопа, а, Гампопа соединял свои учения и практики как учение и методы Кадам, так и практики тантры и Махамудры. И он соединял все это вместе, и он учил учеников в соответствии с их способностями. И он объединял как сутру, так и тантру. И подводя итог, я также хотел сказать о трудах Гампопа. Как я уже упоминал, Гампопа был таким величайшим существом, однако он уже не присутствует среди нас. Все, что у нас есть, это его труды. Именно они являются ам, тем, теми свидетельствами его тела, речи и ума. Я Гампопа зародил устремление, что те, кто не смог встретиться со мной лично, они смогут встретиться со мной через мои трактаты. Поэтому прошу вас, изучайте труды Гампопы, драгоценную сокровищницу освобождения и другие. Таким образом, мы можем встретиться с самим Гампопой. И именно так он предсказал. И, и сегодня особый день, поэтому а, именно сегодня также нам следует посвятить себя изучению его великих работ. И, и мы часто говорим о говорящих статуях, например, говорящих статуях Тары и так далее. Однако, кроме говорящих статуй, у нас есть настоящие говорящие тексты. Когда мы читаем тексты, они говорят с нами, это настоящие слова, настоящее учение, однако мы не обращаем на них никакого внимания, мы кладем их на полочку, забываем о них,
они там покрываются пылью на алтаре, и мы совершенно их не используем. И, и, конечно же, это неправильно. Это похоже на то, как бы мы выбросили их на мусорник. И поэтому очень важно, чтобы все последователи Кагью читали труды Гампопы, изучали его трактаты по совозникающей йоге. И поэтому я подчеркиваю, очень важно изучать эти труды для того, чтобы обрести ясное воззрение и улучшить свою практику. Это то, что нам следует не только изучать, но также воплощать на практике. И это все, что я хотел сказать. И сейчас у нас будет маленький перерыв, после чего мы займемся Tanga muti практикой ni nyam nyam shu sia гуру-йоги tu kale de ju sa. Владыки Гамбупы. Te nga Это nyam 20 shu минут ti video na перерыв. te mo che. Ba. После этого Be я nyam du прошу cha da cha вас de video na te mo che. Na so. продолжить практику гуру-йоги, затем не нужно меня показывать на видео, я буду присутствовать, но меня не будет на видео. Так, 20 минут перерыв, после чего будет всеобщая практика гуру-йоги Гамбопы.